Ханияпаның рухына атап укылган Ясин сүрәсен киң рәхмәтең белән кабул кылсаң иде. На новом татарском кладбище сегодня собрались самые близкие Хания Фархи, родные, друзья и коллеги. Вот уже 5 лет, как не поет народная артистка Татарстана и Башкортостана. В память о ней у могилы звучит молитва. Она так же, как и 5 лет назад, с улыбкой смотрит на своих поклонников. Я ее очень уважаю, люблю. Ни одного концерта не оставляла. И в Челны ездила, и в Казань ездила, и в теплоходе, и в Альметьевске постоянно. Она меня знает. Солнышко, как будто солнце вот у нас закрылось. Дышать нечем стало, как она умерла. Мы, семейные друзья, приехали из города Уфы. Хочется сказать только добрые слова о Хании. Пускай земля будет ей пухом, пускай ей спится там спокойно. Ее не вернешь, но память о ней, песни ее, я думаю, останутся в многих поколениях. Лучезарной улыбкой встречает Хания Фархи родных и близких у 57-го дома на Дубравной. Здесь сегодня открыли памятную доску. Народная любимица жила здесь 12 лет. Очень рада, что у нас жила такая певица. Мы каждый день, почти что, когда она не была в гастролях, встречались, здоровались. Она была открытая, очень талантливая женщина. Ее знают и любят не только в Татарстане. В мае имя Хании Фархи увековечили на ее родине, в селе Верхние Татышлы Башкортостана. Здесь открыли памятник. А в ноябре прошлого года в селе открыли музей творчества народной артистки. «Не говори, что забудется». Так пела Хания Фархи со сцены. Эти слова оказались пророческими. Ее песни становятся только популярнее. Одна из них – «Альдермишке Койта-Амале». За 30 лет творчества она спела 300 хитов. Хрустально чистый и звонкий голос, неповторимый тембр, и это не все, за что ее любили. Она была учителем и наставником для 2 поколений звезд татарской эстрады. Я работал с Ханией Фархи 10 лет, пришел в ансамбль в 2007 году, и до последних дней был с ней. Скучаем. Вся Россия скучает. У меня всегда ее песни в машине есть. Когда скучаю, слушаю. Для меня Хания Фархи была, смело могу сказать, как вторая мама. Потому что именно ее советами я жил спокойно, мог к ней с любым вопросом обратиться. Она могла накричать хорошенько и похвалить, и вместе с тобой порадоваться. Никто не сможет занять уже ее место. Она была, есть и будет примадонной татарской эстрады. Ирина Сахапова, Ленар Кузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.